Отдельный полк внутренних войск Абхазии или Абхазская гвардия был создан указом председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Ардзенба в декабре 1991 года. Несмотря на то, что до Отечественной войны народа Абхазии было еще далеко, Владислав Григорьевич понимал, что вокруг нашей страны сложилась непростая ситуация, и Абхазия должна суметь себя защитить в случае необходимости. Около 600 бойцов вошли в состав Абхазской гвардии. Из вооружения у них в арсенале было только стрелковое оружие. В день начала Отечественной войны бойцы гвардии первыми встретили врага в районе села Ахурей. Затем приняли бой возле 14-й школы в Сухуми и на Красном мосту. Свои задачи полк начал выполнять до 14 августа. Это опять же и в Ингурии, когда остановили продвижение Ланчава, и разоружение бандформирований на территории Абхазии, которые в то время уже появлялись. Первый бой был в районе Ахурея. В дальнейшем продвижение притормозило подразделение Гудзерский батальон непосредственно. И дальше уже Красный мост. До эстакады 14-й школы бой шел примерно часа 3-4, если не больше. Ну и мы вынуждены были оттуда отойти в связи с тем, что не очень удобны были позиции для обороны. И отошли к мосту. Полк себя зарекомендовал превосходно. По данным грузинского генерала, как он сам говорил, первые 3-4 дня, пока в город они не смогли войти, у них убитых и раненых поступило до 600 человек. По сложившейся традиции, каждый год бойцы Абхазской гвардии встречаются возле частной галереи своего однополчанина Батала Джапуа, вспоминают боевых товарищей. 3 бойцов Наура Агарба, Хицкура Джинджолия и Нури Богателия потеряла гвардия в первый же день войны. Практически созданное вот это подразделение, это тот костяк армии, который в дальнейшем воевал и одержал, как известно, победу. Именно вот эта гвардия, она и здесь 14 августа, и на следующий день 15 августа, в самой западной части Абхазии, где высадился десант грузинский, вот, и наше подразделение, которое под командованием Тимура Надарая держало вот тот небольшой, но и, неравный такой фронт. Абхазская гвардия после создания вооруженных сил Республики Абхазия была расформирована, но бойцы гвардии продолжали сражаться в различных армейских подразделениях. Сегодня, в день начала Отечественной войны народа Абхазии, бойцы гвардии подняли символическое знамя своего полка. Что особенно ценно, столб, который использован в качестве флагштока, привезен из Ачимчирского района, оттуда, где в 1992-1993 годах шли самые ожесточенные бои. Этот столб, он стоял на позициях между селом Раду и Аджев, Моква, между двумя батальонами, грузинским и абхазским. Он стоял на нейтралке, и вот вы видите, в него сколько пуль попало, сверху донизу он прострелян. И эти все пули, это все грузинские пули. С той стороны, откуда сидели абхазцы, нет ни одной пули, потому что абхазцы просто так никуда не стреляли. А они стреляли от страха перед нами просто во все, что вот перед ними. И плотность огня была такая, что даже вот этот тоненький столб не избежал нескольких сот попаданий. Первый день войны показал, что Абхазия просто так не сдастся, что абхазы – достойные противники, которые благодаря огромной силе духа способны противостоять во много раз превосходящему по количеству и вооружению противнику. 4 дня бойцы Абхазской гвардии и присоединившиеся к ним резервисты, практически не имея вооружения, стояли насмерть, защищая Сухум. Это дало возможность женщинам и детям покинуть столицу, а основным силам отдельного полка внутренних войск Абхазии закрепиться на главном рубеже – Гуместинском.